Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, что покажет, о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какие красивые птицы у вас, венцы. Ой, одна к вам, другая от вас летит. Но очень красивая, на голубей похожа. Стрелка вверх, нога. Вы в ближайшие несколько часов, либо несколько дней, понятно, что вы все разные, у каждого будет по-своему, но не суть. Вы сделаете очень серьезный шаг, очень серьезный поступок в своей жизни. Какое-то, может быть, даже судьбоносное решение примете. Но мне идет больше вот по ноге. Это первый шаг к чему-то, кому-то. Да? Стрелка вверх. Но это как прорыв, это что-то невероятное произойдет. И именно вы наконец-таки решитесь. Ну, либо такая необходимость у вас, да, в жизни разыграется, что вот деваться некуда, надо идти вперед и вверх. Иди к своему успеху, иди к своему счастью, иди к своей радости. Вы об этом сейчас не думаете. Мне вообще кажется, что будет очень спонтанно, потому что нога смотрит влево, но с вашей стороны. Да? Вот будете действовать по интуиции, либо по обстоятельствам и не прогадаете, потому что очень мощная стрелка показывает вверх. С левой стороны здесь как угощение, как угощать вас будут, что-то вам будут давать, приносить, предлагать, но не за деньги, а вот просто от души. Но мне почему-то кажется, что это угощение. Да? Где-то вы сможете угоститься у кого-то, либо кто-то придет, либо вы в каком-то месте таком окажетесь, где будут там угощать, что-то раздавать. Может быть, даже какой-то банкет, да, мероприятие, которое вы посетите, там будет прям вкусно и интересно. Вам это очень-очень сильно понравится, у вас даже настроение поменяется. Казалось бы, мелочь, приятно, да, вот какое-то угощение, что-то вкусное, что-то новое, интересное. И это будет очень-очень приятно. Так, мужчина. Смотрите, какой интересный мужчина. На этого Бэтмена похож, да? Ночью, наверное, либо активизируется ночью, либо ближе к ночи, в темное время суток, либо, ну, как приедет, доедет. Мужчина, который горит желанием вам в чем-то помочь, либо что-то для вас сделать. Это очень приятно, это очень похвально. Не мешайте ему, доверьтесь ему, он все делает сам. Ночью, в темное время суток приедет, либо что-то наконец-таки начнет делать, да, как-то вот он проявится. Будете на него смотреть, глазам своим не верить и думать: ой, какой же он мне все-таки хороший, какой же молодец, какой же умничка. Так, две рыбки. Одна приплывает, другая уплывает. Ну, это круговорот денег в природе, да? В вашем кошельке, на самом деле. Не в природе, в кошельке. Где-то потратитесь, а где-то прибыль получите. Ну, либо кто-то вам денежку подкинет. Рыбки, в принципе, не крупные, что одна, что вторая. Одна уплывает, другая приплывает. В принципе, ничего тут такого и нет. Да? Что потратите, то и назад получите. Либо что случайно получите, то и потратите. В принципе, с вашей, с правой стороны никак это на вас не влияет. Но деньги в кошельке, они обновляются. Да? Обновление идет. Кстати, у кого-то так и отыграется, что в ближайшие часы, в ближайшие дни у вас как усилится денежный ток именно в вашей жизни. То есть какие-то случайные деньги, либо чья-то материальная помощь активизирует ваш денежный финансовый поток.
Да, еще будете удивляться. Но, в принципе, логично. Сейчас у нас месяц растет, а все, что происходит в растущий месяц, конечно, оно набирает и силы, и обороты, и идет в долгую. Вот если по убывающую Луну, то там, конечно, обратный процесс. Так что все очень даже и неплохо. Прям, знаете, как-то ощутимо это будет. Вы так начнете думать, сравнивать и понимать, что ну, денег-то больше становится, да, либо меньше проблем с деньгами у меня. Хороший момент. Здесь, как, знаете, кнопка старта идет, на которую вы нажимаете. С левой стороны 2 волны и перед маленькой лодкой 2 волны. Но смотрите, волны — это и проблемы, и разговоры очень серьезные. Да? Дважды с кем-то будете говорить, либо 2 какие-то проблемы, и вам нужно будет с ними справиться, совладать, справиться. Несмотря на то, что волны высокие, а лодка очень такая низкая и небольшая, кажется, что вот не получится, да, не получится. Но вопреки всему ощущениям, видимой картинке, вы сможете, вы не такое можете. Просто почему-то в себя не очень верите. Вот это вас подводит, это вам мешает. Больше оптимизма, больше веры в себя, да, может быть, даже какого-то азарта. И поверьте, все станет гораздо проще и легче для вас. Вот каждый раз вы себе говорите: ой, не смогу, ой, не получится. Но получается, и вы можете. Да, уже не раз такое было в вашей жизни. Вот очередные 2 волны, и вы в этой маленькой лодочке. Но они вам покорятся. Если это будут какие-то разговоры на повышенных тонах, вам очень быстро и легко удастся оккупировать этот разговор, да, человека призвать к порядку, либо, знаете, как отрезать, да, этот разговор, закончить его. Да, и человек вас послушает, и все закончится. Но главное, не бойтесь и изначально себя не настраивайте на провал. Есть такое у вас, вы можете просто закрыться и сказать: все, я в домике, меня не трогайте. Так, ракета у вас здесь, смотрите, какая ракета. Как в детских книжках. Ну, ракета — это на самом деле мощный знак. Она у вас с левой стороны. Что-то придется делать очень резко. Очень резко. Либо кто-то очень резко к вам, не знаю, появится, проявится, что-то вам будет предлагать, либо кому-то нужно будет очень быстро дать ответ. Есть такой очень скорый, мощный старт идет, к которому вы, кстати, тоже можете быть не готовы и можете даже упустить эту ракету. А вам желательно бы в нее вот сесть и туда, в космос, там, где звезды, там, где небесные светила. Мои хорошие. Но кто посмелее, я думаю, вы в эту ракету войдете. Кто не привык рисковать, кто привык там посидеть, подумать, порешать, немножко обидно будет. Как-то во временные рамки, скорее всего, не впишетесь. Пока вы там придумаете, надумаете там все эти расчеты проведете, с друзьями проконсультируетесь, либо с родственниками, уже как-то немножко опоздаете, как провожать эту ракету будете. Ну, а кто смелый, кто рисковый, ой, прям чудесно. Чудесно идет. Опять же, вы все разные. У кого-то может быть на работе, в бизнесе, может быть еще какое-то другое предложение. Да, надо себя тренировать, и нужно позволять себе хоть капелюшечку отчаяния, да, так махнуть рукой и сказать: будь что будет. Ну, попробуйте хотя бы в каких-то мелочах для начала, а дальше больше. Вам понравится. У вас, кстати, благодаря этому умению рискнуть, жизнь тоже может поменяться. И поменяться и быстро, и в лучшую сторону. Даже здесь как подсказка, что вам, наверное, этого и не хватает. Умение не побояться и рискнуть. Да, тут люди, они это умеют рисковать, либо они уже не первый раз рискуют, а вы так немножко будете мяться. Ну, а кто смелый, в ракету он прыгнет и вперед к звездам. Ракета, конечно, не такая большая, но тем не менее. Так, еще очень напыщенный мужчина. Мужчина явно, ну, у него какая-то должность. Должность непростая, да, не рядовой сотрудник. Мужчина. У вас с этим мужчиной как случайная встреча, как случайный разговор, может быть, даже случайное знакомство. Сначала он как-то себя поведет, так, знаете, отстраненно, холодно,
А потом прям начнет к вам цепляться, там, телефон просить, там, приглашать вас на свидание. Вы такая скажете: фу-фу-фу, а что случилось, да? Что случилось? Знаете, как рассмотрит вас, рассмотрит, ну, либо почувствует вашу энергетику. Ну, такой, знаете, в принципе, интересный, да, вот, интересный, хорошее слово. Не то, чтобы он прям красавец, либо там очень молод и горяч, но интересный. И здесь больше, знаете, как какое-то полезное знакомство, полезные связи, полезные контакты. Вот, но хотите, давайте телефон, хотите, не давайте, тоже дело ваше. Думаю, лучше отталкиваться от реальной действительности и потом уже понимать. Но такой, знаете, с вашей стороны, в принципе, может быть для вас и полезным человеком. Треугольник перевернулся. Радуга проснулась. Треугольник. Ну, треугольники, любовный треугольник может быть. В дружбе тоже треугольники бывают. И в бизнесе треугольники бывают. Да? Треугольник перевернулся для вас. И над женщиной большая радуга. Ну, я вас поздравляю. Да? Треугольника больше не будет. Нет, либо вы узнаете о том, что нет, все, закончился этот треугольник. А над вами большая радуга. Но это счастье, это радость, это исполнение. И вы прям, смотрите, на волне счастья стоите. Кстати, дом еще показывают. Дом. Возможно, вы будете дома, когда об этом узнаете. А возможно, человек придет к вам в дом и так и скажет: все, закончилось, да? Либо я вернулся. Ну, радуга над головой, что тут скажешь? Очень светлое и теплое событие. Так, еще вижу женщину невероятной красоты. В невероятно каком-то красивом одеянии. Женщина, которая сводит мужчин и женщин с ума. Мужчин от любви и желаний, а женщин от зависти. От зависти. Не знаю, как-то вы особо будете хороши. Но если вы женщина, да, вот в ближайшие дни, в ближайшие часы вы невероятно будете хороши. Либо тот наряд, который вы оденете, либо продумали образ, просто вас оттенит так, что все на вашем фоне вот просто поблекнут, померкнут. Вот, все мужики будут смотреть только на вас, улыбаться, так, знаете, голодными глазами на вас смотреть. И если вы мужчина, то ваша женщина всех покорит. А вы и так будете гордиться. Вы будете смотреть и думать: это моя. Да, вот самая красивая, она моя. Да, ну а женщины будут вам завидовать, скрипеть зубами в вашу сторону, и такими узкими глазами, злобными на вас смотреть. Да, да. Ну, не перенесут, что вы красотка и что вы всех покорили. Да. Хотя будут и нормальные женщины, которые действительно за вас порадуются и будут вами действительно восхищаться. К сожалению, будет очень мало. Очень-очень мало. Так, ну да, женская ревность, зависть, она такая страшная. Кольцо у вас тут выходит. Кольцо, оно всегда к союзу. Союзы бывают не только любовные, опять же, дружеские. Союзы бывают, бизнес-союзы, сотрудничество. Кольцо у вас вышло немножечко приплюснутой формы. То есть над тем, чтобы образовался полноценный союз, нужно будет немножечко поработать. Либо в это нужно будет вложиться. То есть само собой это не произойдет. Хотя сама картинка многообещающая. То есть вы подходите к союзу, если оба согласны, если готовы оба работать над тем, чтобы союз образовался, все получится. Ой, что-то возродится в вашей жизни. Либо у вас к чему-то интерес возродится, либо какая-то ситуация заново повторится. Но теперь уже по центру и очень успешно для вас. Может быть, вы раньше чем-то интересовались, потом забросили. Да, теперь вы к этому возвращаетесь. Опять это актуально, опять это интересно, опять вас туда потянуло. Может быть, вы о чем-то думали. Да, может быть, что-то не могли реализовать, это все там отодвинули, отставили. Но сейчас, видите, все будет возрождаться. Причем не так, как в прошлый раз, а очень успешно и удачно для вас. Так, мужчина деньги собирает, как с пола, наверное, с земли собирает деньги. Спина болит,
Так вы говорите: я устал, у меня болит спина, сейчас сломается, я устал собирать эти деньги. Ну, понятно, трудиться всегда тяжело. Даже если это офисная работа, все равно бывают очень напряженные дни. Значит, мужчина может впасть в хандру, жаловаться на свое здоровье, на свое состояние, говорить, что я устал, я хочу отдыхать, там, я заболел, я хочу пойти на больничный. Мужчины, вам сейчас нельзя впадать в хандру, вам нельзя ни в коем случае выходить на больничные, вам нужно максимально сфокусироваться на своей работе. Вы видите, какой самородок вы должны найти? Это не просто какая-то монетка, это не просто какая-то купюра, это кусочек золота, самородок. До чего-то вы должны докопаться, что-то вы должны вот прям в ближайшие дни, часы, дни, что-то должны свое схватить. Если не будете себя жалеть, если сможете вот прям продержаться, ну сколько, пару суток еще, да, продержаться, то поверьте, вот этот самородок вы найдете и будете и счастливы, и довольны, и прям новые ощущения у вас в жизни появятся. Уважение, удивление, тут всех удивите, всем нос утрете. Ну а вы, девушки, женщины, вы своих мужчин там промотивируйте, да, чтобы там не болели, не расклеивались. Да, работать, надо работать. Особенно, вот смотрите, чем ближе вы к этому самородку, но это шанс, это возможность, что-то невероятное. Чем ближе мужчина подходит к этому самородку, тем у него как типа ухудшается состояние. Ну, либо ему кажется, что у него ухудшается состояние. Знаете, как темные силы играют, не позволяют мужчине наконец-таки схватить этот самородок. Да, так иногда бывает. Зло не дремлет, не забывайте про это. Сколько раз в вашей жизни было такое, да, что вы сами себя вот от чего-то отговорили, отказались, а потом пожалели. Это зло, это все делает зло, происки зла. Так, еще один момент, про который я должна вам сказать. Здесь как попытка, ну давайте так, втянуть вас в конфликт. Либо какой-то ультиматум вам выдвинуть, объявить вам войну, не знаю, как хотите, так и называйте, от персоны, это может быть и женщина, и мужчина, как вызов в вашу сторону, вызов. Знаете, этим вызовом как будто бы вас хотят от чего-то, либо от кого-то отвлечь, как переключить ваше внимание. Вызов будет достаточно скандальный, и, возможно, обидный, неприятный, это точно неприятный. Вы не должны на это реагировать. Здесь как такой маневр, отвлекающий маневр. Да, специально вас от чего-то отвлечь, переключить ваше внимание, ослабить вас. И, может быть, даже в каком-то невыгодном свете показать, знаете, как подставить, сказать: о, смотрите, она конфликтная, ой, он агрессивный. Ну, в таком ключе. Здесь человек против вас ничего не может сделать. И у человека как один шанс – это вас выставить, наверное, в темном свете и отвлечь, от чего-то важного отвлечь. Ну, вот такая хитрость, такой хитрый маневр. Кстати, кому-то прям сон приснится, который предупредит вас об этом. Там пауки могут присниться, мыши всякие, летучие мыши, обычные мыши, змеи могут присниться. Вот. Ну, это к хитрости, к обману. А еще и на машине кататься. Вот на машине кататься – это прям стопроцентный обман. Так, кто-то вам напишет, от кого-то вы получите весточку, а кому-то вы будете отправлять. Птица к вам, птица от вас. Смотрите, с вашей птичкой что-то может случиться. Ну, так иногда бывает. Даже если в интернете что-то посылаете, могут быть всякие сбои. И не поленитесь, проверьте, человек получил или нет. Либо лучше продублируйте на всякий случай. Да, скажите, ну вот так получилось, да, продублировал. Если дойдет, хорошо. Если не дойдет, дублирующее послание, оно как бы точно дойдет. Вот. А то, что получите вы, ну, хорошие, добрые вести. Привет, может быть, издалека получите от хорошего человека. Кто-то получит, может быть, какое-то приглашение, может быть, предложение. Но что-то несущественное, но это вас улыбнет. Это будет вам очень-очень приятно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.